И теперь движемся немножечко ближе к нашим годам, к нашей современности. Значит, так получается, что сам я никуда не хожу, никого ни о чем не прошу, находят меня сами, чаще всего через каких-то вот местных ярославских лезгин люди, поэты, просят перевести какие-то стихи. Я перевожу на пробу. Если человеку нравится, то, значит, начинаю переводить дальше. И объем, я скажу, достаточно большие. Ну вот 100 стихотворений, 150 стихотворений, 200 стихотворений. Вот такие вот объемы. Вот. И, конечно, каждый автор отличается друг от друга. Хоть чем-то, но отличается. В 2018 году в московском издательстве «Грифон» вышла вот такая книжечка «Лезгинские цветы». Туда я включил свои избранные переводы из нескольких лезгинских поэтов. Вот. В частности, из Стальского, из Арбена Кардаша, такого замечательного вот лезгинского поэта современности, из Фейзулина Нагиева, уже упоминавшегося мной, из Зульфикара Кафланова, из Кейсидина Алиева. Вот 5 поэтов. Сегодня, если бы я вдруг задумал переиздавать такую книгу, я бы еще включил туда Седагет Керимову, Гулангерек Ибрагимову, Тиране Аруджеву. Вот, то есть уже было бы больше этих поэтов. Ну вот я прочту, наверное, для начала что-нибудь из Седагет Керимовой, да. Вот книжечка в Баку вышла. Она живет, это такая очень известный общественный деятель, поэт, руководитель ансамбля, значит, в кино она пошла в последнее время, собиратель она древностей лезгинских. То есть очень известный человек, живет она в Баку. Ну, как бы для тех людей, кто не знает лезгинские проблемы, скажем так, известные, я скажу в течение 1 минуты, что когда в 91 году распалась наша держава, то по реке Самур прошла граница между независимым уже Азербайджаном и Российской Федерацией, и компактные лезгинские поселения оказались надвое разделенными вот этой вот границей водной, рекой Самур. Что, конечно, им не понравилось и никому бы не понравилось, потому что одна родня живет здесь, другая на этом берегу, надо ходить через границу постоянно к своим родным людям. И потом самое-то главное, даже если не вспоминать Кавказскую Албанию, вот, где, как по мнению многих ученых, лезгиноязычные жили племена в основном, даже если этого не брать, то уже много веков на этой территории, вот, с рекой Самур посередине, жили именно лезгины. Они воспринимают это как горе, как боль, и мне вот эта боль понятна. Почти очень мало современных лезгинских поэтов, которых бы я переводил, которые бы вот на этой теме не останавливались бы. Это у них у всех проходит красной нитью. Вот. В том числе у Седагет Керимовой. Ну, я прочитаю, может быть, стихи ее, парочку стихотворений не на эту тему, потому что все-таки она лирик во многом. Лирик. Вот прочитаю Тау, боль. Саталди зун куквар зава, саталди зун кар карзава, юзур зава, галтат зава, пехихана пат зава, ушон зава гактини хис, кугур зава гагги михис, квадарна кил делихана, алпиз лазал зелихана, гуляк тарал аруж зарвал, аруж зазывази тан далтал, алчут хана чуть кузват зун,
Развазили казвазиял. Тала тайла, звала тайла, засы каримгал атайла, деркати жес канзавазун, дунья дикай канзавазун. Кегар гарингу харук ялгус, золун пешкис амазун. Кше харарекер атус сефилгут хис авазун. Залум талди кунази тут, учись маздах, айцак завач, яргит хана умордин кут, сака не морг, аляк завач. Боль. В глубинам сердца моего не скрыть местечко одного. Забыть бы рада про него, но не выходит ничего. В глубинах сердца есть тайник, где спрятан каждый тайный миг. И только я одна пойму, зачем он там и почему. В глубинах сердца тайный ад, мои желания там кипят. Они запретного хотят, они всегда жестоко мстят. И тот тайник всегда со мной, бредет тропой моей земной, и тот тайник всегда саднит, всегда горит, всегда болит. Я ненавижу эту боль, но я привыкла к ней уже, и стала эта боль судьбой, и приросла к моей душе. Мы вместе с ней, как муж с женой, что грустно тянут воз семьи, и врозь бредут тропой одной, гоня желания свои. Это стихотворение я привел в 2020 году. Ну и еще одно. Садерт Ниавачис. Садерт Ниавачис дертлу язерик, сагам Ниавачис шелхвал заваза, сатал Ниавачис стал дикон вазун, фикердин киялдин пар ял заваза, сагав Ниавачис ликацан вази, тварти чир садерт Ниавачи чанда, Садус Ниавачис ялгусхан вазун, рикин гаф лугудай сагарим канда, заневай хабарка, заневай жузан, гидавай суракиным вучкар ята, велерал нагв ала, зиефис юкус, учис зибахтар их, шолу ханвата. Закас Ниавачир, яргал самакан, сава Ниавачир, мук шагадита, саумур авачир, рекни авазун, ярабзигал дикая, низ хабар ята. Я бы сказал, как ни странно, это есенинское стихотворение, проникнуто есенинским настроением. А может не только есенинским. Но явно вот наши российские, среднерусские ноты здесь не слышатся. Хотя это, безусловно, лезгинское стихотворение. Без беды тоскливо сердцу моему, без переживаний кисну и грущу, без единой хвори чахну не шутя, груз мечты и думы на себе тащу. Бессловесной мукой мается душа, безымянной болью жизнь обременя. Без друзей и близких оказалась я. Где ты, чужестранец? Выслушай меня. У кого спросить меня, у кого узнать, что это за мука, что это за грусть? На вопрос извечный я ищу ответ, почему я с миром безуспешно бьюсь. Без оглядки кинусь в дальние края, без людей света гнездышко совью, без надежд на чудо по миру бреду, знает ли хоть кто-то про беду мою. Тоже перевел это стихотворение в 2020 году, и должен тут заметить, что это авторизованный перевод. То есть я посылал каждое переведенное стихотворение автору в Баку, и если автор говорил, что я не точно что-то отразил, не то слово поставил, не ту эмоцию, то я это все переделывал. И только когда уже это все было сделано, значит, эти стихи автором принимались. Вот. Так что здесь вот один к одному то, что хотел сказать автор. Вот Седагет Керима, вот так она выглядит. Вот. Седагет Керимбековна, очень известный в Дагестане, в том числе автор. Да. Ну и в Баку тоже, и в Азербайджане тоже. Значит, еще вот есть такой Исидин Алиев. Вот его книга, полностью мной переведенная. Здесь он под псевдонимом решили его родственники, поскольку он уже покойный поэт, издать его. Ну и дома у него так часто звали его Кейс. Вот. Это игра слов. Кейс. Алиев Исидин. Вот.
Ну вот Кейсидин Алиев, я его очень много переводил. Это очень интересный автор. Он вообще как бы по жизни поэт, но вот, то есть все свободное время отдавал поэзии, но работал он на оборонном предприятии в Каспийске. Вот. Изучал, если мне память не изменяет, он особенности трения в стволах, значит, вот орудий, что-то в этом духе. Вот, то есть все связано что-то с обороной. Но это было вот в советское время. Ученый, докторскую степень не успел получить, написал докторскую диссертацию. У него огромное количество учеников. А вот в свободное время он отдавал поэзии. Но очень мало сохранилось его прижизненных видео, но все-таки одно или, может быть, два есть. В интернете можно найти, где он на кухне, уже вот совсем в таком возрасте преклонном, с таким с упоением читает стихи. Вот сразу видна его поэтическая натура. Сейчас я прочту тоже парочку его стихотворений. Они очень разные. Он писал на все темы. Больше всего, насколько я понимаю, его ранили людские пороки. Равнодушие, чванство, вот, желание хватать вот, блага земные. Вот против этого он выступал всем сердцем. Вот стихотворение «Хепьяс аквар завалья». Авачи карту ширхабар, завабрезни галалья, гич келема чурук рахар, акудин кунс камалья, гатайла сарф, гатар натур, кутур гелека чуда, том такурдас калус ятур, умур исляк тухуда, ач калас тушир хабар, суалрезни галалья, гал тавурай адал чикар, хеп яс аквар завалья. Стихотворение называется «Шакал в овечьей шкуре». Вот в моем переводе так. В этом стихотворении будет одно такое выражение, оно идет из лезгинского фольклора. Немножко грубовато, но, так сказать, крестьянский фольклор, он вообще грубоватый. Как бы он везде грубоватый и у русских, и у лезгин, и у кого угодно. Вот, ну вы почувствуете. Тем не менее, нужно было обязательно это поставить, не обойдешь. Как Блок говорил, конем это не объедешь. Итак, шакал в овечьей шкуре. Все дело знает на зубок. Коль возразит, крыть нечем. Ответ дает по делу, в срок, ну просто безупречен. Чуть-чуть к кормушке ближе стал, берет побольше чашку. Тому, кто задали, видал, показывает ляжку. И ест, и спит спокойно, всласть. Не дай Господь в натуре по делу раз к нему попасть. Шакал в овечьей шкуре. И еще одно стихотворение совсем другой тональности. Оно отражает вот мнение Кейсидина Алиева о поэзии, о назначении поэта. Оно написано в довольно молодом возрасте, я так понимаю. Но вот там уже видно по этому стихотворению, чего хотел Кейсидин Алиев от поэзии, чего он добивался. Итак. Алат нагат, цавалди зула тайла, серин хана кулубарфар авагда, гарари цифери хилага тайла, хипи пешер тарарилай авагда, удач мания брус мат пшари, чукурари зулум яргей фера, текбир хиита ктабра жегил рушарин. Гатос кацу зулуски питер михис, хейлах борун шиирар, абрун пешарья, текбир кведай шаир ксартяс чиз. Хотер течир, карагаждис ухшарья, карагажни аслуя свахтарлай, хипивелин гижранди квас коз жеда, хейла шиир кугнетежер и сарлай, шаир лагай тварзавай зазгуз жеда. А вот и осень, с дождиком на пару, гуляет ветер, рощицу очистив. Увянув разом, прямо к тротуару, летят с вершин десятки желтых листьев. Теперь уж не споет им песен птица, по скользким веткам бегая украдкой.
И лишь один, быть может, сохранится в девичьей книжке, желтой закладкой. Стихи ведь тоже вянут, знаем мы, и потому от радости заплачем, когда придет, не знающий зимы, поэт, обличьем схожий с Карагачем. Но тленно все во тьме веков земных, и все сгорает в бренном мире этом. Коль не увянет хоть один мой стих, тогда смогу назвать себя поэтом. Вот такой Кисидин Алиев. Теперь несколько слов о поэте, тоже известном весьма в Дагестане. Это Гуламберек Ибрагимова. Вот, недалеко от Дербента живет она, значит, живет она в поселке Белиджи Дербентского района. Много книг у нее выходило. И совсем недавно, буквально вот недели 2-3 тому назад в Москве вышла книга ее «Волшебный сон». Значит, первая ее, так сказать, книга в столице на русском языке. Вот. Значит, тоже вот она вся, всю ее, я ее перевел. Она учительница, всю жизнь преподавала и сейчас, по-моему, преподает. Я прочту несколько стихотворений. Эта книга вышла в Махачкале, она называется «Ожидание». К сожалению, очень маленький тираж. Тоже вот совсем недавно, буквально месяц-полтора тому назад, «Ожидание». Этот автор особенный, у него очень много стихов о матери. Вот с кем я говорил, с лезгинами, с местными, они вот как раз тоже отмечают, что от стихов о матери они буквально вот плачут. Вот. Сейчас я вот прочту парочку стихотворений. Дидер Актир. Октябрьдис, Золкизилхис, Аквазвай, Дидегеляй, Агатна, Ичтахайхис, Гавсадайхис, Зап Хажалат Чугвазвай, Марфник Ванвай, Гич Садранит Аквайхис, Евдик Ванай, Валерхана Аллахна, Пакат Юзук, Рак Кват Жаквара Кватна, Викида Куна, Ерти Какахна, Шахасвай Зон, Зишаддевир Алатна, Фикирзава Вакай, Диде Датана, Амулзава Вигакулдин Гафаров, Вунрикел Квес Хайи, Квали Сатана, Жагизва Чмут, Вун Гадзава Фул Юрфара, Вунзах Алатнавашу Муцар, Амафи звать Садрани Зирикелой, Калат Тиис, Ида Зачал Тикрар, Дук Риндани, Дидер Актир, Квалевай. Горел октябрь, когда навек ушла из жизни мама, как и не бывало. Вошла мне в душу горестная мгла, и дождь пошел, как будто ждал сигнала. Он шел всю ночь, везде текли ручьи, а утром солнце выглянуло с ветром, но плакали весь день глаза мои о счастье, пролетевшем незаметно. Я буду помнить, мама, о тебе и жить по материнскому наказу, но холодно теперь в моей судьбе, как в твоем доме, в спину дует сразу. Идут года, опять цветут луга, но их цветы красуются напрасно. Ты солнышком родного очага всегда была, и солнышко — богатство. Ну и еще одно стихотворение из Гуламберек Ибрагимовой. Хозвакуне Дидея. Секин Ханва, Хварун Кучаяр, и Фатанва, Члав Кефер Чукурис, Анжак Позвай, Ласужевет Пилтеер, Аллах Нава и Мечевал Чукурис, Ацук Нажив, Чицекинья Эвхана, Нур Бакшнишис, Гетерала Цаварал, Авач Ахвал, Закут Патазя Бгана, Сажередин Атанас Ясьяргалай, Килигайта Кулан Патав Секиндис, Галар Зава, Чхардал Зидидади, Лай-лай раунди, Каткана Лап Шериндис, Ахварзава, Кепеневай Курпеди, Гилек Валах, Хушла Лаяр Мецеллас, Юргун Волгич, Такас Хиве Дидеяр, Гак Балаяр, Гак Хтур Гилиллас, Инсаният Хузвакуне Дидеяр.
вы, матери, спасаете. Спустилась тишь на мирное селенье, ночь распустила черных кос лавину, и лишь снежинок тихое паденье мир осветляет, пусть и в половину. Садится снег, в сияющих просторах летают звезды по своим дорожкам. Не спится мне, то песенку, то шорох поодаль слышу. Кто там за окошком? Да это пряха. У гудящей печки она придет и песню напевает, качая зыбку, а малыш беспечный в той мирной зыбке сладко почивает, качая то детей, то внуков малых, с работой вечной, с песней колыбельной. Вы, матери, спасаете устало весь род людской в юдоле беспредельной. И напоследок я поговорю о поэте, вот, живущем в Москве. Это Тиране Оруджева. Значит, до знакомства со мной она свои стихи публиковала под фамилией двойной Оруджева Керимова, но мы с ней вот договорились, что такой у нее будет творческий псевдоним. Все-таки, чтобы... Есть Керимовых много, да, вот мы сейчас Синагет Керимову читали, вот, чтобы все-таки вот была какая-то вот одна фамилия, да. Вот договорились, что это Тиране Оруджева. Первая книга ее вышла не так давно в Москве. «Не грусти сердце», так ее автор назвала. Она тоже, Тиране, происходит из селения Кусары, то есть это та сторона, значит, Лезгистана, скажем так, которая на азербайджанской стороне, по ту сторону Самура. Вот, селение Кусары. Оттуда она родом. Как, кстати сказать, и вот наш руководитель лезгинской диаспоры Василий Гасанов из Кусар, если мне память не изменяет. В 21 году вышла эта книга. Вот так Тиране выглядит. Она всю жизнь работала медсестрой обычной. И всю жизнь писала стихи. С детства она говорила на лезгинском. Потом ее мотала, так сказать, по России. Вот. И когда она попала в Москву, так по стечениям обстоятельств, то, значит, еще для того, чтобы улучшить свой лезгинский язык, детство ей родной, она ходила в школу лезгинского языка, которая при вот, ФЛНК, Национальной культурной автономии лезгинской, образована в Москве. И, значит, вся ее жизнь, вот теперь, вот все ее свободное время вот в стихах. Признаюсь, что вот в данный момент как раз я перевожу новый пласт ее стихов, там где-то полсотни их. Вот, нахожусь в самом разгаре как раз работы над стихами Тиране Оруджевой. Ну а сейчас я прочту тоже 2-3 стихотворения. Это лирик чистейшей воды. Хотя, конечно, она делает иногда эскапады такие политического характера. Ну и как всякий поэт настоящий, она даже в пейзаже видит какую-то политику. Вот. Это очень распространенная такая вещь, когда у всех поэтов мира, да, когда пейзаж пишется не просто так, а вот с каким-то подтекстом. Но все-таки в основном это лирик. Очень много стихов о любви, вот, о мужчинах, о женщинах, о маме тоже очень много. Сейчас я прочту стихотворение «Мама говорит». Она, кстати, все, ну или почти все свои новые переводы ее стихов она размещает в соцсетях. И там проверяет, так сказать, реакцию лезгин, читателей, значит, вот и на само стихотворение, и на его перевод на русский язык. И мне присылают иногда восторженные отзывы на лезгинском, которые я прочитать не могу, но чувствую, что тут меня хвалят. Но некоторые по-русски пишут, они же все знают русский язык, все лезгины. Вот, так что мне это приятно. Итак, Дидади Лагана. Рикин баядарит хра кавадивит диде, акалис квалакар кар кунагиле, айран алдадзава гар сафан винел, сакапаш цакулри кутунавмел. На лугу на буру кулзава квес, гак велик, гак колу хинген фис квес,
Белки Майдан я, квад ханаваэл, викагвал калорис тазвач ингел. Какахис садах целхимрин навар, нигде рахазвата харан ялавар, белки низел дих кускус ава, ухшар тир кисметелин агор арзава. Дидади верно засвечин потав, вучверцы атирди кунва чил мцав. Секинда сатана, сафан пайгана, фирчин михис, ахпа лагана. Жуван земен квачер сакуснини мир, пехивалы мир, гарам канджи мир, газархух бахтава, чана и карис, гардун кирис тагуй, алчар сарис. Фирчин, здесь упоминается, это круглая такая плоская дощечка, на которой раскатывается тесто. Вот разговор матери с дочерью, пока вот мать раскатывает тесто. Мама говорит: хлеб готовит мама с песней на устах, скалкой деревянной тесто раскатав. Вот сейчас айраном смажет все, и тут помощи устроить перышки придут. Над грядущим хлебом ловко полетят, словно в легком танце, вверх, вперед, назад. Это хлеб или площадь, где гудит народ? Каждый смелый ловок, каждый час ждет. С треском бьются искры, тая и маня. С кем они толкуют, языки огня? Может быть, жалеет бедный мой народ, что в веках полночных тоже часа ждет. Слышу мамин голос, вижу ее взгляд. О, какой витает всюду аромат! Хлеб горячий мама мне вручит сейчас, и Ферчин, почистив, скажет без прикрас: будь сыта на свете собственным куском, на куски чужие не косись глазком, принимай без дрожи все земные дни, перед подлецами шею не клони. Вот такое стихотворение, материнский наказ дочери. Мама говорит. Для сегодняшней нашей встречи я отобрал вот у всех поэтов, о которых мы говорили и говорим, именно те стихи, при переводе которых мне, как я полагаю, надеюсь, удалось передать и размер, и настроение конкретного стихотворения. Но бывали и такие случаи, конечно, когда вот, к сожалению, приходится размер менять, не авторским размером. Вот никуда не деваться. Вот, но это бывает у меня, правда, очень редко, я, в общем, стараюсь так не делать. Но когда нужно, когда оригинал стихотворения требует, чтобы все то, что в него было заложено автором, чтобы это было все отражено в переводе, и одновременно этот оригинал очень краткий, написан автором кратко, очень, очень короткая строфа, вот тут приходится делать длинный. Иначе потеряешь очень много. Все-таки количество ассоциаций, которые лезгину понятны, без слов, вот, и если они втиснуты в короткий размер, тут вот русскому читателю надо объяснить это все. Но так бывает очень редко. В основном все-таки, и вот сейчас стихотворение Тирана Оруджи, которое я прочту, здесь я тоже вот пытался попасть в размер настроения. Вунавай Шигерда. Дужуждай авазун кеви Шигерда. Курана мукна мат сатигерда. Дакунвай цавар чулов ямихис. Белки газуята загалас шихис. Каспиидин винела ичхиза агарай. Сефилса чайканин атанвай карай. Яра бзиру кьята гамарагатна. Чайка дисал квеной тандай катна. Эгей гару гала сатай зулун пеш. Хиликай какат нахан или пелеш. Белки вун зирики ахрукай катай. Ирангар атанвай капу саватай. Ирьяви шегер ярикер. Кецазул ятани ешкумай векер. Инсан пара ава амма мунавач. Вичтаха яргарай сагайни гузвач. Физва зон савил кулухуди ягас. Чанту навипата курай салам квас. Шехзаваси киндис аял чаус хис. Аквар болушканин хилекай михис. Это стихотворение о брате родном, покойном.
вот, поэтессы, она пишет о том, как она попала в город, в котором учился ее брат, и какие ее мысли захлестнули. В городе твоем занесло судьбою снова в город твой, и больное сердце сжалось не впервой. Небеса раздулись, в них черным черно, может, нам заплакать вместе суждено. Вот еще и чайка, потеряв покой, оглушает Каспий смертную тоской. Или то не чайка, а душа моя голосит над морем, горе не тая. Ах, не лист ли это, сорванный с ветвей, загрустила доля сумрачной своей, или это сердце, выпав из груди, в бледной ладони шепчет: подожди. Как красив твой город, осень не видна, широки дороги, и трава сочна, и народу много, лишь тебя здесь нет. Далеко ты нынче, и не шлешь привет. Как же мне уехать, коль душа с тобой? Тянет оглянуться этот город твой, всхлипываю тихо, вновь девчонкой став. Долго вытираю слезы в рукав. Ну вот еще стихотворение. Белая роза. Лацу Мармар. Саки сасун надин чешния марвар. Ты ешу тандал аха ханавай. На лагун тибет ямагил заргар лапу стадвленди и квалах навай. Пешансат садавай сикин какудис. Алендис чинеба килик завани. На варгак заибжес гагани кефис. Китивал авачер каркач рушьяни. Пак геквани ерья вун лацу марвар. Пеша гилерьята белки тандалай. Тадис начин кевис кекви лагарар. Наквармих завани. Мили цвилай. Агадай килигис, амукнава зун, вимахпур юбкадал, ашук хан вачун, имбу чаламатья, вучиер кугун, лап балеринадис, укшая кванвун. Белая роза. Распустилась роза. В мир идет она, стебельком чаруя, прелестью знобя. Как же ты прекрасна, как же ты юна. О, искусный мастер сотворил тебя. Отчего так робко ты на нас глядишь, отодвинув листья? То бледнеешь вдруг, то горишь румянцем. Может, ты грустишь девочкой несмелой средь больших подруг. Манишь лепестками, как белы они, а листочки — руки. Может, ими ты смахиваешь слезы в ветреные дни, на мгновенье пряча милые черты. Вновь тобой любуюсь, взгляда не тая. Как легка юбчонка, как тонки листы. И вот тут внезапно понимаю я, ты совсем не роза, балерина ты. Ну, вот, сегодня, может быть, уже и хватит, но сейчас все-таки еще какое-нибудь одно стихотворение, все-таки Стиране Оруджевой, жизнью которой творческой я сейчас живу, все-таки я напоследок вам прочту. Да, вот стихотворение тоже о месте поэта, как в жизни, как его понимает эта конкретная поэтесса. Чугвас Забар, страдая. Фагумда зафатфат яраб пуш язун. Вуч муна ятаем, чилен улрун. Белки зун мазанья, маньяр завай. Рекентал гарфарев царарат возвай. Квек везвай цифията, дакуна цава. Арада авахи, секинже савай. Белкина кварьята кускус велилай, зиканвай дидедин метил аватай. Чулов наквадикой живери канвай, сефил гвергята, кеш кхашанвай. Белки ямалдинцу, кил хуралалай, колганди нарада, суяза завай. Яцвалин тарьята, и фиюкш завай. Талрикайват хана, алахис физвай. Белкияр парая, авать жавабар физвазун велигди, чугвас азабар. Вот перевод. Думаю я часто, кто я на земле? Что я значу в мире, тонущем во зле? Может быть, Ашук я, песнопевец тот, кто печали сердца строчкам отдает? Или туча в небе, что идет горой, изливая гнев свой на землю порой? Или я те слезы, что на склоне дней пали на колени матери моей? Или тот подснежник, что поднялся вдруг из земли холодной и глядит вокруг? Или та фиалка, что во тьме ночей стонет средь колючек о судьбе своей? Или просто ива,
та, что испокон плачет днем и ночью над рекой времен. Нет ответа. В мире, тонущем во зле, я иду, страдая по родной земле. Спасибо за внимание, с которым вы меня слушали. Надеюсь, я вас не сильно утомил. До новых встреч!